этому месяцу, просить у Аллаха прощения за совершенные грехи и даровать исцеление от всех болезней. Время духовного очищения, благих деяний и прощения грехов. Наступает священный месяц Рамадан. Завтра первый день обязательного поста. Мы сегодня пришли на смену в 9:00, посмотрели, какое самочувствие у больных, измерили температуру, взяли анализы. Не лечат, не кормят, врачей не видели вовсе. Жалобы пациентов с COVID-19. Фейк или реальность? Насколько обоснованы претензии к врачам, выясняла наша съемочная группа. Покупателей меньше, торговый ажиотаж стих, но снизились ли цены на продукты и как соблюдают меры предосторожности от вируса на торговых точках? Я в то время был маленький. Все его ровесники, которые с ним были, их уже давно нету. Вспомним их поименно. Проект «Лица Победы» продолжает пополняться. Расскажем, на каком фронте воевал Беслан Яндиев и каких наград он был удостоен. Сегодня Госуниверситет в цифрах – это 8 корпусов в Магасе, Назрани, Сунже и Гамурзиево, 10 факультетов и 43 кафедры. 26 лет главному вузу региона. Сегодня годовщина создания Ингушского государства. На телеканале Ингушетия «Время новостей». Здравствуйте. Начинаем выпуск с главной новости. Только что поступила информация касаемо начала священного месяца Рамадан. خبر دينت سندال تغن حلقر بيسي تراها قوانر حلقر ديدن بالشي أخيت متساني قابن بيزي ماربوت قاب وماربوت سيدي دالي من توفي بولوين من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يقضي الله عليه الصلاة والسلام قابل بيزي ومار بتقابة أو حرمة دياسة قدال حالدنا ينش جشتي أشار خلقوس وهي حالات تشحال خاطر كلي عشت أحمد الله ليه رضق خارنيك عمل صو يعقر وين يحكر بصبنا خاد مشتير يباع سقط ودال داير وين ديخر شي تعو وحق جخا سديز لا بيت هو بوشتي بار كان عمل حال يعقش كان قرآن حال داقش مرهبط قرآن يبوتن بير قرآن ديسا بوتن بير مخول تغشناها ديش خوشو كان تخوشن قرآن حال داق قرآن ديش دق سوداق بين كان اسقاط ديش سوداق وي مخول عمل سو يعقش دقدر سوداقش والغولي يرترسق ولي مسق ولي مسق تركل ويش ما داسر حال مشتتحق خاش مشتبحان صول خايليش هارني والغو جشي الله شي اتباشتي بار سا لا حلوش مسق تركل ويش يا مرحبا تعال دبع ايمان توفيق والدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Глава Ингушетии обратился к жителям в связи с наступлением священного месяца. Цитата. «Дорогие соотечественники, братья и сестры, хамсыр мягкой, от всей души поздравляю вас с наступлением любимого месяца мусульман священного Рамадана. Это время добра, милосердия и прощения. Мы встречаем его самыми светлыми и искренними чувствами и благодарим Всевышнего Аллаха за возможность совершать благие дела и соблюдать пост, который помогает нам в укреплении веры, обретении внутренней силы». Сегодня весь мир охвачен эпидемией коронавируса, и по воле Творца нас тоже постигла эта беда. В глубине души все мы осознаем, что это испытание, ниспосланное нам Всевышним. Дай Аллах нам избавление от этой коварной болезни и здоровья всем больным. Пусть Он услышит наши молитвы о мире и процветании нашей республики и благополучии каждой семье, всего нашего народа. Убежден, что несмотря на все трудности, мы достойно проведем этот благословенный месяц. И в дни поста постараемся быть более заботливыми и внимательными по отношению к тем, кто нас окружает, станем добрее, терпимее, еще больше сплотимся в помощи и поддержке друг другу.
Дорогие братья и сестры, желаю вам крепкого здоровья, успехов в благих делах и добрых начинаниях, благополучия и покоя, энергии и силы духа для соблюдения всех предписаний радости и счастья. Дал Дягал Болб Мархибот. Конец цитаты. Месяц мира, благих деяний и прощения грехов. Наступает поистине благодатное время для миллионов мусульман всего мира. Священный Рамадан, месяц, в котором был ниспослан досточтимый Коран. Это время отчуждения от всего непристойного, духовного очищения, погружения в религию и посвящения всего себя Создателю. Весь месяц правоверные соблюдают обязательный строгий пост, отдаляются от греховного. О пользе, которую можно извлечь из благословенного Рамадана, о правилах поста, а также о том, как Аллах возвеличил этот месяц в ряде других. Репортаж Микаила Тангиева. Самым важным и почетным месяцем для всех мусульман, безусловно, является Рамадан, главная цель которого – укрепление духа, сила воли, усиление веры и очищение от всего дурного. Месяц Рамадан способствует развитию благих качеств постящегося. К примеру, если современный образ жизни ослабляет узы дружбы, навязывает равнодушие, то с наступлением священного месяца люди ищут примирение, а довольство Всевышнего превосходит над всем остальным. Аллаху мукбутыш, халк бахыжы нахбаку беттіға. Хамел бақ ағайтын біз. Жужығыти вақ везж болсақ, жужығыти дақач веж болсақ, жужығыти вақ хақ долыж болсақ, дал шиқ ағайтымыца цы жужығытина халватыз. Цынаға қали шоуждық вей. Маллах вейсік қали шоужвақ, избахан долыж вей фадидез ұғы беттіға. Аллаху вейн қағайтын беп болыш. Аллаху вей гешті долыш. Избот лоры беш. Цебехти хақ дағлуш. Мархы қуабыш. Дал ибадат деже тадық дезвей. Соблюдение поста в священный месяц является одним из 5 столпов ислама, возложенных на нас Всевышним. Основные требования поста – это не только обязательный отказ от еды и питья от рассвета до заката, но и посвящение себя служению Всевышнему, усердие и искреннее поклонение Аллаху с целью заслужить его довольство. Мар қабырақ лоуждул хаммалғдарды, мар қабырақ лоуждул хамдатсвейні, вейе мецедоуш хуктоуш лилыр. Мар қабырақ лоуждул хамды, وی هر میل دوج حمنا یوقیتر، و میل دوج حمنا یوقیتر. هنی آج نگاه سن و دوش ایرچ هم وی دو تجدید یوق پیامبر صلی الله علیه و سلم وی مت دوج لینت یعنی بالپید باتسنه. داخل از بحن دوجه چه یه حتی آجل خ فخی قیتیه و خانه پیدی یتسجه دادخ دیزی. Сегодня наша республика и весь мир столкнулись с такой страшной болезнью, как коронавирус. Многие люди оказались в трудном положении из-за пандемии. И в преддверии священного месяца Рамадана религиозные деятели призывают всех мусульман еще сильнее сплотиться перед лицом болезни и помочь своим братьям и сестрам. Вей мягко ударик ждение на такача баллат, лазер держалат, могуш боаться ждук унхойба, междики ждак илады. نخ بالخاش دواتش بسابه دال زوج دقوي دوعج ديزوي ازبال وين تهدال دا اي ببولش حنياج ازبال بيتر الله و از دا اي ببر الله و تنلين تشخانه وي ويز تشخان شوه دوعج ديش خل ديزوي دالك حصلش خل ديزوي دالك قيكش خل ديزوي وين تيردال ازبالاج دا اي دا وي بارغتون شوه دولش دال عبادة ديش دولش ميجدكي قولش دولش داخو ويه. В этот священный месяц мусульмане всего мира особенно усердствуют в поклонении Аллаху, посещая мечети, читая в них Коран и последние 10 ночей проводят в доме Аллаха, надеясь получить особую награду. Но в этот раз из-за карантина люди не могут выходить из своих жилищ. В то же время поклонение дома должно быть больше обычного, говорят богословы. جماعة تسنتيه دا واتسقوا جماعة تزديشي تصغر قالنا وات باشي ثاني دي شولج ده تصغر ملوسك حقولوش اشتا جماعة تصغ تراويح لامزجي حادش بيسن دل عبادة ديش دعاج ديش قهيك احتو بوي ويتخنا ماجي دادخ احتو بواتش دسادانا مارخي بيت قاعدوش ده حمك قلدو تداتس ان شاء الله دال اندلي واشش قهيكش دعو ديجي دعود دوي ان شاء الله دال نزلو بين اشتادخ. Также в это время необходимо отдалиться от ослушания родителей и разрыва родственных связей. Такие действия уменьшают воздаяние за пост, отдаляют от благодати и добра священного месяца.
В одном из хадисов передается, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: «Если кто-либо во время поста не оставит лживые речи и дела, соответствующие этим речам, то у Аллаха нет нужды в том, чтобы такой человек оставлял свою еду и питье». Мусульмане должны со всей серьезностью отнестись к этому месяцу, просить у Аллаха прощения за совершенные грехи и даровать исцеление от всех болезней. Михаил Танги, Магомед Белакиев, Новости 24. Число заболевших коронавирусом в России превысило 62 тысячи человек. За сутки зараженных стало больше на 4774 человека. Выздоровевших 4891, 555 умерли. В Ингушетии 436 подтвержденных случаев заражения COVID-19. За сутки число заболевших выросло на 39 человек, выздоровевших 56. Есть и приятная новость. За вчерашнюю ночь никто не умер. Не лечат, не кормят, врачей не видели вовсе. Жалобы пациентов с COVID-19 – фейк или реальность. На различных пабликах в социальных сетях были опубликованы обращения недовольных пациентов и их родственников. Они сетуют на то, что в лечебных учреждениях, дескать, нет должного ухода за коронавирусными больными. Наша съемочная группа выехала на место, чтобы лично убедиться, обеспечены ли больные COVID-19 всем необходимым. Из Назрановской районной больницы репортаж Светланы Томовой. Миф или реальность, что в Назрановской районной больнице пациенты, зараженные коронавирусной инфекцией, в глаза не видят лечащих врачей или же их не кормят вовремя? Мы попытались узнать, выехав на место. Здесь мы сразу решили проверить пищеблок, чем кормят пациентов и кормят ли их вообще, как пишут некоторые пользователи социальных сетей. В наличии здесь есть все возможные группы. Если они возмущаются тем, что эти каши дают, то у нас по справочнику, по диетологии у нас предусмотрено, чтобы утром и вечером, чтобы эти больные получали эти каши. В сегодняшний день здесь поступило, в прошлый раз здесь была другая рыба, только что привезли эту рыбу. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, мешать. Естественно, у нас неделю 2 раза дается рыба. Здесь это стоит молоко. В соцсетях везде эти ролики есть, что эти крупы есть, что это масло есть, что это кисель есть, что есть здесь все необходимое, что есть это одноразовая посуда, что есть все. По указанию главы республики мы подключили в меню фрукты. Действительно, крупы, молоко, овощи, фрукты и мясо. На складах есть все, что необходимо. Но мы все же решили заглянуть в пищеблок. Как раз и время обеда подошло. Его вовремя, вказанный в графе кормления час, разнесли по палатам больницы. Здесь было первое, второе и компот. Следует подчеркнуть, что раскладывают еду в период пандемии только в одноразовую посуду. Еда поставляется вся упакованная, практически без контакта с окружающей средой. Прямо в постели больного поставляется еда. Еще одна проблема – это передачи, которые приносят родные пациентам больницы. Для того, чтобы передать вот этот огромный пакет, который простому врачу и поднять-то тяжело, необходимо пройти целую процедуру, потому и возникает проблема с доставкой их вовремя до палаты. Прием передач именно сумок от родственников для пациентов у нас есть для этого ограниченное время, то есть определенное время, это с 12 часов до 4 часов дня. Вот. В любое время получить сумку, конечно, пациент не сможет, то есть свою передачу он получить не сможет, потому что у нас ограниченное время. То есть сумки в любое время передать нет возможности. В отделение. Почему? Потому что у нас есть определенно сформированные свои бригады. Доступа в отделение, да, в любое время суток, даже вот у медперсонала у нас доступа в отделение нет. Шлюзы закрываются. Инфицированные отделения, они закрыты. То есть определенное время открываются шлюзы, в это время передаются эти сумки в отделение. Вы поймите, что сумок очень много. Допустим, к одному пациенту приходят разные родственники. Вы понимаете, да, наш ингушский менталитет, как мы ходим к своим родственникам в больницу, да? То есть это несколько сумок, один родственник, несколько сумок, другой родственник. И реально существует проблема
передать эти сумки в отделение. Если с едой и передачей продуктов все прояснилось, то остается открытым вопрос, что пациентам не уделяют должного внимания. Нам предоставили кадры с выписавшимся после лечения мужчиной. На вопрос, как за ним смотрели и в каком состоянии он поступил в больницу, человек этот ответил следующее. دال مالح ياز دولتسا مالح ياز دولتسا بس خنوش دال مالح ياز دولتسا لا شوي ديزل تحسبوش دري ما ايها ديال وضو وشر الناخ قد عمل دي عمل دي تلوانسا ليك النور ميديو بعد شلون دي غلق دي ادعيا خذوا состояние موي 46 температуре 220 на 140 давление 72 сатурация. Десять год, хочу первый день пакет отдав. Хат что волос дикти матянда, что волос вот вас ханож дал аж игат дал мудовши. Дал мелях дольши. И даже несмотря на этот живой отзыв, мы сами попытались найти и связаться с другим пациентом, который заразился коронавирусной инфекцией и лежит в настоящий момент в Назрановской районной больнице. Вот как он прокомментировал ситуацию с вниманием врачей к больным. Собек Мурзиев Илезя, в Мочвартовусе, в данный момент, что вы Лазар Хамакиты, из крепости больницы Вуса. Суд очевидно, да, еще ходит, да. Это я сижу был Лазара, Лазар, да, тяжесть был. Суд 6 балхов был 10 центов, момент шадай сон. Была и Лазар должен муды. Со, тхаерик семья очевидно, я в больнице. Цаш ты дал, хатира вдыха. Дал эндали, дигдал ходуа, отец ездок. Мог жевать шо, то боля да, вах кора щитаться, слабо кора. Хали лурж хажит сяжи, цаться хабж да хаят, телефон иш хаят, интернет язу. По крайней мере, тхук от отделения, не то что именно тхук, у этого это лурж мабуз, сахалц. Тахан сосей вашта дадут, что хамду азрая шел. Емалю уже хамты иха аляха, херриги парится деш, бунца. Хатер аухцаля. Сант иох уже хамашт. Сой хейфиш хамажус. Уз могу дяи, валлахи, тагна мог яхти арбак мудат. Стрейгар на в Москве. Самоха именно целозрас, а дик холя, саплаквилиня, моха жар. Москве моха заказ де хажадр тхо, о, в Москве цаши ко саг, цглор булбер, сагу тмуз. Хаж моха вашна мянясла. Сисер моха уз хамьени. Ши главврач анташкива. Главный пульмонолог. И могу жил. Бисен, яшки аж пакет жбедуах, полностью этаж, именно этаж, да, и табахар. А это слезы обиды врачей, которые буквально 24/7 дежурят в больницах рядом с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией. Их можно понять. Они, в отличие от многих, не видят свои семьи неделями, хотя могли, как и другие их коллеги, просто уйти на больничный, боясь за свое здоровье. Но они работают и заражаются сами. Мы сегодня пришли на смену в 9:00. Посмотрели, какое самочувствие у больных, измерили температуру, взяли анализы, мазки, отправили их в лабораторию, измерили артериальное давление, пульс и вместе с врачом ходили на обход. В этих костюмах, если честно сказать, очень трудно работать. Набрать необходимый контингент персонала мы не можем, потому что многие боятся этой инфекции. Ребята работают. Как вы справляетесь? Живем здесь.
На сегодняшний день в Назрановской районной больнице находится 223 пациента, из них более 50 человек старше 60 лет. В реанимационном отделении 26 человек, 4 из которых находятся на ИВЛ. Большая часть из них состояние средней степени, тяжелое. Очень тяжелые пациенты с подачей кислорода и на искусственной вентиляции легких находятся в отделении реанимации. На утро было 20 человек в отделении реанимации. Всего по больнице 223. Конечно, с улучшением быстро выписывать пациентов не получается, так как большинство из тех, кто поступают, они от 5 до 7 дней температуре дома, пытаются лечиться дома, и потом уже бригадой скорой помощи доставляются в тяжелом состоянии, с одышкой, с необходимостью подачи кислорода, уже доставляются в Назрановскую больницу. Здесь на сегодняшний день, кроме отделения реанимации, развернуто 4 отделения, где круглосуточно заступают на дежурство в каждое отделение по 2 бригады. Заходят врачи, медсестры. Есть, конечно, проблема с младшим медперсоналом, которые будут ухаживать за пациентами, там, оказывать им какую-то помощь, покормить, посмотреть за ними. Практически в ежедневном режиме я работаю с главой республики. Я докладываю вернее, он интересуется состоянием больных, интересуется наличием медикаментов и также каждый день интересуется этим питанием, как мы их кормим. Я об этом докладываю. У меня есть его личный телефон, мы постоянно на связи, и он меня попросил, если я в чем-то буду нуждаться, что мне не нужно говорить никому, лично могу позвонить и сказать о своих проблемах. Возможно, каждому из нас следует 1000 раз подумать, прежде чем винить кого-нибудь, веря беспрекословно всем слухам из социальных сетей. В этот сложный период, может, просто следует объединиться нам всем, поддерживая добрым словом как врачей, которые стоят на страже нашего здоровья, так и друг друга. Светлана Томова, Магомед Шаухалов. Новости 24. Рейд сотрудников отделения МВД по Джейравскому району выявил массовый выход жителей республики в горы на шашлыки. Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности нарушителей режима самоизоляции, составив 17 протоколов по части 1 статьи 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации КоАП РФ. Именно коллективные поездки дали толчок распространению коронавируса. Санкция данной статьи предусматривает для граждан штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Среди нарушителей режима самоизоляции не было ни одного человека в состоянии алкогольного опьянения. С просьбой не игнорировать меры безопасности и рекомендации медиков к жителям региона обратился имам сельского поселения Барсуки. Тағына естқалары мұсылнағығай дәждол қайкырылды, мұсылнағыға дәждол дейғырды. Тағын вайын лахт хал чалқын еді. Тағына у лазыр гүчдалар бахамдолыш. Дұққы ұн ғой бұвай. Дұққы лазыр улицанақ бұвай. Сол соғы цақ бағаш бұл. Нах бақинах қыбырыш, сәгітонц, сәгіттеж ұқхала, яхамдаг дуалыш, лазыр хасаудулыш, бұ Аллаху вай ұнғошт маршал олд, Аллаху лазыр баля ұнағы цандолдуай, далы цунақ сәти қарияқ долдуай, дал цунақ дик бекімлі бол шарияқ долдуай. Таған вай дәждол қайкеріл, малағды паймар уяқ саллаллаху алейхи вассалям, ла дарара ва ла дирара, сәгу шейгір зе мұдолт, شين زي مدولت سو شي قرناها زي دعدوال مدولت سو يوق بيمرو تاق اسفما عند اشتهنا قستا يلزر حول عيخا خان شح وين بعد دين دواتش دو الحمد تخنا وين حاجوش دولر دوق ادم تستيشش ده دوق ادم دوق قمال دش ده بعد كرتي وحيز دي زرفت اهل الخبره حمد دوزج بولنخ يبوغ بوزج بولنخ لزر قيتش بولنخ صار ياخذ الحما حيس ديزوي صار قمالات توج ديزوي انا الله ياهويكس بايمرو ياهويكس صلى الله عليه وسلم حما شاش تخور خوش بولشات دخات صداها تغنا
خوش bolşnaq yalazır adım lelirts, adım aşıq qetirts, adım gırı şeyl dat hat doluş, işte darjı lazır der. Sonda çire az lazıra eggir kertir dol darbı. Az lazır datsı daştıra eggir dikya dolujul hamma adım kezgi lelir şey tsıq satsırdı. Tsıq satsı xıldı hatta sabır qastay hat yoğujul xı. Marxi botu Allahu berkati bol boyun. Sabrın bot bayır. Kur'an bot bayır. Dal şinçah Kur'an dostaya bot bu. Naxtağın tsıq seyçüç şey dizil habozu barnaha dikah. Şey dizil قوجدوا بيرج صار آمل يوزجر صار غلق عمد الدر صار قرآن عمد الدر تغن أتوم بي الله بن إنترنت ثاني قدول حمن ثاني دق جوز لجي دق شيء عبادة تجي نخت أباغر صنع ديهر الدروي أقاستا تغن عالمنا خوي مخك دق بولج بولش عالمنا بابرت عالمنا دجدول قيكرل تغن روز باجوي تخصوص ده خلرت الله فرض ده دول حموي Çınağı tövj mottigi yoluş. Dino yaxıç bes ve seyta xılıç çoğ ve yuhqit xılıç ziyahatsı dalit. Hani az egir çoğu lordi diyezere admi sadı, admi muguş xılırdı. Çıdaha şiigir naha ziyad atsı dalite, nax çumuguş sıxalite, izboğ ve habya xılıç. Çıntı teyca ve taravih lamız jmarxi bet. Cemaati xozu doluş ve vaşıq qiyatır gettir xoz saqerdmi doluş xulqız hete tağın uq شر وخمارخي بيت استرابي لامز الشيشيت أغدولت أدمو سنة ديخر الدروي ما يجي كشك تيب بايول فوس مشك وعشت بيت بلر تادوق بولشناه مارخ داس نخش بيخش دز دولش ديال حاهوش خوز دولش عبادة تجدوي نقي لاتش إز سنة نختخن يخ بولر دزغده تخنا نخ وعاشق تتوخ زيد عداليت شي بحن سخليت سك سدوح نخ وعاشق ما بيتلب لوريجول بيساج تخصوصيل وعاشق مبيت بول بتنخ قيكرل الدروي واسخمولش الله لوردولوي تخنا شي تغدج دول عبادة دزغده بغدا تحاقده تخن عالم ناخ ياخر ديديزجي أدما واجب دولش خيوين حياتر تخن عالم ناخ يوخ قيكرلدو دقو بولش بول دقو بول إمامش قيكرلدو أنا ألشي شي تخصوص بقول صغداغ وين ديكنيده شون ما عندها شان وي روس بتديزر وين ديال هي بمجلس ينج الصوتي لاردات بعد وي تصخ صوترت سخخ اش حموي عدلا دول حميو حقيتا شون سبيدي يتش شون تشامبو اجي داودوي تاك ازيك خ لوري جروي الله توفيق لولدوين الله صابر لولدوين الله هو انخوشت مارشال لولد حمسر بوصل وجري يجري قيكر اللقشك الله دوها ويلوردلر الله دوها ويواشي ديزش خلر واشي برت خلر تخوش دول حم تسدوتر هنالش دق قمالج دوتس ناخ عالم ناخ ياخش دول حما دحل قمالج دش إرش قمالج دش قلناه قمالج ديتش نخبوين جو خارتا حمدس جو خارتا حمدس وصلناها تحقتي بار خليشيات حمدس وين يقي دال وين قخيتم تبيله ببربحن ملغده تهن وي حل بان بول دين حل دوغش بول شناخ عالم ناخ ياخردش لورش قيكرلدو لورش ياخردش تخاترگه ويل برت بولش هر ورششي مهتگي ولش هر سگو ديديز قمال تن حلغر قچو قمال تسدش قيكرلش وان چو قيكرل تسدش ويدادخش ديكغده هن الچ تهن تن سگو سگا لازر دات قدر دات يعني مارشال تسك تيشوچ السك آروان سن لازر قيتتشي مارش سجيت إن تقيدا سجا خلق خدتسن دال ويجنهيدو سهور مدوس يخ دال قرآن تحيوخ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا حين سهور مآل يخ دال عدا والج دول دوش حخزر حدوك حئيل شي دول حم الله خاطر دولج دهوك أبغى دا والج دول حم دال خاطر دهوك سودح ديخر الدروي وعاشي برت خد دروي وعاشي ويل أرغ يولشو آلج دول حمن لأدوغش برت بولجي يدال وين حتني سيولخه دال أخنغرة دا أردو الدروي دال دوش بقت خلش دادات الله بارغتو يوخ شوان خلون تحيوخ دال بارغتو ييتجيوين الله بارغتو ييتلوين الله برت سعبول بي ديكش حمنته
Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. С наступлением священного месяца Рамадан на рынках региона, как правило, увеличивается спрос, вместе с тем и цены. Особенно это касается определенной категории продуктов. Сейчас покупателей изрядно меньше, чем в предкоронавирусный период. Пока ажиотажа у торговых точек не наблюдается, ведь до праздника Разговения еще целый месяц. О ценовой политике и соблюдении правил безопасности продавцами и покупателями. Сюжет Идриса Ижиева. После почти 3 недель карантина ажиотаж на продукты питания немного стих. Неудивительно, ведь большинство в первые дни закупились на месяц вперед. Цены также устаканились, хотя нельзя отрицать, что еще месяц назад на многие продукты ценник был ниже примерно на 10-15%. Связано это в большинстве случаев из-за нестабильности рубля. Однако не всегда стоимость зависит от валюты. Бывает и так, что продавцы, зная ситуацию, пользуются случаем. Ведь если есть спрос, то предложение появится. Как правило, больше всего посетителей в оптовых магазинах, где ценник обычно ниже, чем в остальных точках. В Назрановском супермаркете посетителей встречает вывеска «Только с масками». Соблюдение всех норм безопасности очень радует. Но что там с ценами? Стоимость также на уровне. На большинство товаров цифра более-менее адекватна. Это утверждает и покупательница. Вы знаете, немного в некоторых местах поднялись. Я бы не сказала, что везде. Вот в этом складе я покупаю, вроде бы я разницу не вижу. А так что обычно берут? Ну, наверное, старшее поколение берет большинство молоко, жур, и вот такие вот продукты более легкие, чтобы переваривались легко. А так к празднику, конечно, для праздничного стола что-то хотя бы надо взять. Мы не знаем еще, как это бархаш пройдут. Время такое неспокойное, но тем не менее, это наш праздник, мы должны с ним считаться, я считаю. Продавцы также считают, что нынешние цены более чем демократичны. Повысились цены сильно? Нет. А скажите, вот сейчас у вас посетителей много бывает или сократилось именно посетителей ваших? Мало, вообще мало. В преддверии месяца Рамадан финики, фрукты, овощи и, конечно же, конфеты очень востребованы. Несмотря на проблемы с поставками фиников, дефицита нет, а цена примерно такая же, как и в прошлом году. Это не может не радовать, ведь именно этот фрукт будет в каждом доме в течение всего священного месяца. Какие именно продукты больше всего берете? Ну, финики перед Рамаданом это обязательно. Меня еще с Медины привозят брат финики. Потом овощи, фрукты. Сейчас все больше магазинов стали прислушиваться к замечаниям покупателей. Даже заморский имбирь во многих магазинах стоит 350-400 рублей. Также на лимон и чеснок цена хоть и кусается, но уже не так сильно бьет по карману, как пару недель назад. Будем надеяться, что тенденция до снижения цен продолжится, а месяц Рамадан пройдет налегке и с хорошим настроением. Идрис Ижиев, Новости 24. Чиновники, бизнесмены, учителя, артисты, водители, журналисты. Все мы едины перед опасным и невидимым лицом вируса. Отсутствие вакцины не повод сдаваться. Лишь взаимовыручка, помощь и поддержка сопутствуют нам в борьбе с этой напастью. Успех в противодействии COVID-19 во многом зависит сегодня, конечно, от врачей. В республике запущен флешмоб «Баркылшан». Спасибо вам. Поддержали акцию и наши коллеги, корреспонденты национального телеканала, которые в период пандемии, рискуя своим здоровьем, добывают информацию и передают свежие новости зрителям. Они остаются на работе круглые сутки, работают на износ и даже рискуют собственным здоровьем. Эти слова применительны к медикам в любое время года. Но сейчас нагрузки у них куда больше. Спасибо врачам, тем, кто ежедневно, рискуя здоровьем, остается на посту. Тем, кому в эти дни на передовой сложнее всего. Они работают лицом к лицу с угрозой для нашей с вами безопасности. Баркыл Халчо. Журналисты тоже на передовой с начала эпидемии. Они подвергают себя риску, чтобы донести до зрителей свежую информацию. К слову, первые жертвы, к несчастью, среди журналистской братьи уже есть в Москве и в Перми. В целом же ковид подтвердился почти у 100 телевизионщиков по всей стране. Еще 500 находятся на карантине. О том, как нелегко врачам, на которых пришелся основной удар, корреспондент новостей Микаил Тангеев знает не понаслышке. В эти дни ему не раз приходилось работать с медиками бок о бок. Мы явно видим, что врачам, возможно, ими трудно работать в это время, но все же они стараются, они могли бы остаться дома, многие, но все же они работают, не покладая рук, так скажем.
и мы должны с уважением к этому отнестись. Они стараются для нас, для народа, в первую очередь стоят на передовой. Эстафета добра и благодарности. Баркылшуана, спасибо вам. Флешмоб, запущенный Министерством образования по поручению главы республики. Выразить свою признательность в трогательных видео и постах вызвались сотни человек со всех точек региона. Профессии есть многие на свете. Не знаю я, как все их перечесть, но всех прекраснее и живей на свете. Спасать людей везде, где они есть. В твоих руках и горе, и веселье, в твоих руках все ниточки судьбы. Кто клятвы Гиппократа не заметил, затем идут лишь слезы до гробы. Наши дорогие врачи, сейчас во время пандемии вы на передовой. Вы ежедневно рискуете своим здоровьем и жизнями ради нашего спасения. Для вас борьба за жизнь наших жителей – это самая приоритетная задача. Мы не во платном долгу перед вами, и мы хотим создать для вас комфортные условия в рамках нашего города. Спасибо в эти дни мы будем говорить часто, адресовать его тем, кто сейчас борется с вирусом, не знающим границ. Медики работают гораздо дольше обычных 40 часов в неделю, ведь это больше, чем просто профессия. Призвание, потребность помогать и спасать чужие жизни. В этот непростой период, в период пандемии коронавируса, мне хочется сказать большое спасибо всем врачам, которые в это непростое время стоят на передовой и спасают жизни жителей нашей республики. Мы, как и вы, находимся, конечно же, в зоне риска, но болеем за вас всем сердцем, всей душой и желаем вам всего самого хорошего. И самое главное, не болейте и оставайтесь на передовой, и спасайте и дальше наши жизни. Мне хочется сказать вам баркалшон. Врачи трудятся ради здоровья каждого из нас. Сказать спасибо и выразить благодарность можно сегодня даже без слов, просто оставаясь дома. Тамара Шагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. В год памяти и славы мы вспоминаем имена храбрых земляков. Символом юбилейного празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне станут лица Победы. Это первый проект в мировой истории, использующий искусственный интеллект для поиска информации о ветеранах. Не жалея себя, сражался за родину Беслан Яндиев. Он отличился на Калининском фронте, награжден медалью за отвагу. Подробности биографии солдата в репортаже Зелимхана Калоева. Я в то время был маленький. Все его ровесники, которые с ним были, их уже давно нету. Магомед чертами лица очень похож на своего отца Беслана Яндиева, красноармейца, участника Великой Отечественной войны. Это единственная фотография ветерана, которая сохранилась после переезда семьи Яндиевых из Казахстана на родину в 1957 году. Боясь потерять и эту драгоценную память, они сделали несколько экземпляров фотографий. У матери спрашиваю, где они, там что-то же должно быть. Да ну, говорит, зачем они нужны? Железки, мол, детям отдали, они пораскидали их там, порастеряли. Тогда, говорит, за них никто и не думал. Сначала был у нас большой фотографии с орденами, с медалями, там еще кое-что разобрать можно было. Отдали его на реставрацию, там забрал этот фотографии и пропал. И ни его, ни фотографии. Беслан Абиевич Яндиев родился в 1914 году. После армии в первые же дни войны ушел на фронт. 28 августа 1943 года стрелка 7-й роты наградили медалью за отвагу. Исходя из архивных данных, Беслан в боях за деревню Малеевка Шумячского района Смоленской области уничтожил 7 немцев и вынес с поля боя 10 раненых бойцов и командиров с их оружием. В августе 1941 года деревня была оккупирована гитлеровскими войсками и полностью освобождена в сентябре 1943-го. Только после окончания войны Беслан Яндиев уехал в Казахстан к своей семье. Довхан Яндиева старше своего брата Магомеда на 8 лет, поэтому помнит об отце намного больше. Она часто улавливала отрывки разговоров со служивцами или близкими друзьями за чаем. Порою, говорит Довхан, они смотрели на хлеб, который на столе был в изобилии, и вспоминали о том, как во время войны нередко запасались его кусочками. Жизнь Беслана Яндиева оборвалась в 1964 году в возрасте 50 лет. Он похоронен на родовом кладбище в сельском поселении Нижние Очулки. Таких героев в каждой семье немало, и благодаря уникальному архиву «Лица Победы», созданному руками простых людей, список фамилий героев постоянно пополняется. Зелимхан Калоев, Сурхо Кусиев, Новости 24.
Главному вузу Ингушетии 26 лет. Ингушский государственный университет – один из самых молодых в России. В его стенах обучаются более 10 тысяч студентов, а научно-педагогический состав осуществляет подготовку специалистов на должном уровне. Выпускники ИНГУ работают в республике и далеко за пределами с высокими трудовыми показателями. Бессменным руководителем со дня основания Альма-Матер является Арсамак Мартазанов. История создания вуза и современных условиях обучения расскажет Зелимхан Калоев. Проректор ИНГУ Зяудин Батыгов трудится на благо родного вуза уже много лет. Он один из тех, кто стоял у истоков ингушской Альма-Матер. Тернистый путь становления ИНГУ вспоминает с особым трепетом. 23 апреля 1994 года постановлением правительства России создан Ингушский государственный университет. Уже в сентябре того же года вуз принял своих первых студентов. Первый набор состоял из 7 специальностей на тот момент. Это было 2 факультета гуманитарных дисциплин и негуманитарных дисциплин. Это было несколько кафедр, небольшое количество профессорского преподавательского состава. Но это был, правда, очень умудренный опытом контингент людей, проработавший и во Владикавказе, и в Грозном. Первый корпус университета располагался в здании бывших казарм Ставропольского летнего училища в станице Орджоникидзевской, ныне города Сунжа. Со временем число студентов росло, но отсутствие материально-технической базы не мешало преподавательскому составу выпускать грамотных специалистов. 3 года назад на базе университета открылся Национальный инжиниринговый центр инноваций и технологий. 3 лаборатории, оснащенные самой современной техникой. Благодаря ей студенты проводят исследования, результаты которых, возможно, внесут свой вклад в очищение водной поверхности и почвы от нефтепродуктов и других органических загрязнителей. Это способствует в первую очередь, как вы уже сейчас говорили, конечно, повышению качества образовательного процесса в ВУЗе. Это само собой разумеется за счет привлечения студентов, аспирантов, магистрантов к реальным научным проектам, которые проводятся в рамках инженерингового центра. Сегодня госуниверситет в цифрах – это 8 корпусов в Магасе, Назране, Сунже и Гамурзиево, 10 факультетов и 43 кафедры, более 7 тысяч студентов, 310 преподавателей, в числе которых более 40 докторов и профессоров наук. Пожалуй, самая большая гордость вуза – это новый учебно-лабораторный корпус в Магасе. 6-этажное здание построено в форме открытой книги. Современная аудитория, учебные римские кабинеты с мультимедийным оборудованием, а для студентов юрфака в новом корпусе подготовили самый настоящий зал для судебных заседаний. Будущие юристы ставят здесь инсценировки судебных процессов. Образованию в регионе уделяется повышенное внимание, тому доказательство студенческий городок в столице. Начинался этот городок с общежития студенческого на 310 мест, где сейчас проживают студенты, аспиранты. На этой же площадке построен бассейн. Это в 2012 году введен в эксплуатацию. Бассейн, где занимаются и студенты нашего университета, и команда, которая вновь создана, которая практически с нуля начинали и уже добились определенных успехов. Общежитие для профессорско-преподавательского состава. Квартиры 3-, 2- и однокомнатные. Там проживают и преподаватели, молодые специалисты. Это общежитие во многом помогает удержать молодежь здесь, потому что чаще всего молодежь пытается выехать. На базе ИНГУ в новой научной библиотеке ежегодно проводят всероссийские и международные научно-практические конференции, форумы и круглые столы. Студенты и преподаватели вуза становятся победителями различных конкурсов и олимпиад, и не только научных – футбол, плавание, шахматы, танцы. Студентам, конечно, трудновато бывает совмещать, но студенты у нас такие, знаете, молодцы. Они успевают и учиться, и участвовать в КВН, и в танцевальном. И вообще такие у нас ребята активные. Руководство университета не собирается останавливаться на достигнутом. Многое еще предстоит сделать. Важным событием для студентов, преподавателей и абитуриентов станет также учебно-лабораторный корпус естественно-научных специальностей, который должен открыться в ближайшее время. Где будут располагаться факультеты химико-биологические, физико-математические, медицинские, медико-диагностический центр, затем студенческий центр, досуговый центр. Еще есть такая надежда, что у нас может получиться строительство стадиона, поскольку, к сожалению, у университета до сих пор нет собственного стадиона.
Еще одно направление – международная деятельность. В НГУ ежегодно выпускаются иностранные студенты. Мои друзья уже здесь учились. Они говорят, здесь нравится и хорошо для учиться, потому что наша преподавательница очень хорошая преподавательница. На стыке школ высшего и среднего звена. 2 года назад в НГУ начали готовить специалистов среднего профессионального образования сразу по 14 направлениям. Экология, природопользование, нефтегазовое дело и так далее. Очень хорошие специальности дополнительно. НГУ считается самым молодым классическим вузом в стране, тем удивительнее наблюдать за его развитием. 26 лет назад интенсивной деятельностью по всем направлениям вывели вуз в ряд современных и перспективных научно-образовательных комплексов. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24. Центр обслуживания незрячих и слабовидящих читателей «Доступная среда» предлагает своим пользователям подключиться к онлайн-библиотеке. На сегодняшний день онлайн-библиотека av3715.ru – это более 53 тысяч книг различных жанров и на разных языках, в том числе на ингушском. Ежедневно библиотеку дополняются десятки новых книг. Сотрудники центра помогут незрячим читателям пройти процедуру регистрации и объяснят, как загрузить и начать пользоваться приложением AV3715 Pocket Reader для Android и iOS. Кроме этого, аудиокниги из этой библиотеки можно слушать на тифло-флеш-плеерах. Как их настроить, библиотекари тоже подскажут. За информацией обращайтесь по телефонам и на электронный адрес, который видите на экране. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь дома и на канале.